Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах» и уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Салтаев. Тема говорит сама за себя. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике. Согласитесь, и так все понятно. Машвол. И сразу, переходя к нашему разговору, Мансур, скажите мне и нашим телезрителям, что представляет собой сегодня Чеченский правозащитный институт? Давайте начнем с этого вопроса. Это государственная правозащитная структура, которая работает в рамках Конституции Российской Федерации и Конституции Чеченской Республики. Наши главные задачи и цели – это защита прав граждан Чеченской Республики. Ну и не только Чеченской Республики, к нам обращаются со всего мира. И мы не можем отказать и не протянуть руку человеку, который к нам обратился. Поэтому любой человек, который на наше имя обращается, без реакции, без внимания не остается. Вы принимаете любого человека? Любого человека. Несмотря на национальность, без гражданство, разницы нет? Без разницы. К нам очень много с других стран даже пишут. О чем я говорю? Приезжают, звонят, поэтому реакция. Мы через МИД работаем Российской Федерации, поэтому направляем уже обращения в те страны, стучимся через уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяну Николаевну Москалькову, которая нам очень сильно в этих вопросах помогает. Хорошо, а вот какова ситуация в Чеченской Республике в области защиты прав человека, если я так спрошу? Ситуация в Чеченской Республике, приоритет первого президента Чеченской Республики Ахмата Абдулхамидовича Кадырова – это защита прав граждан. На основе данных приоритетов в Чеченской Республике защищаются права человека. И на пути имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Далгазов Поболдойцу, трудится его команда. Те люди, которые защищают чеченский народ от внешнего врага, от внутреннего врага. Поэтому работа ведется, нарушители закона в рамках законодательства строго наказываются. Работа ведется, с людьми работа ведется, и мы знаем и в социальных сетях, это видно и на телевидении, показывают, какую помощь оказывают людям в вопросах здравоохранения, защите прав человека, в вопросах образования, в вопросах спорта, социальных вопросах. Просто, знаете, таких аналогов в стране нет, можно сказать. Вот, чтобы сказать, любой отдаленный район республики можно поехать и посмотреть, как защищаются права. Та инфраструктура, та социальная инфраструктура, которая создана в любом районе Чеченской Республики, многие регионы позавидуют. Поэтому решение вопросов, социальных вопросов, ставятся вопросы приоритетом, потому что и мы ведем свою работу в данных вопросах. У нас есть и представители в каждом районе, у нас тесное взаимодействие с главами, с префектами районов, с министерствами, ведомствами. Поэтому то взаимодействие дает свои результаты, и помощь людям, их решение вопроса оказывается. Вот что я хотел, чтобы вы сказали и чтобы услышали из ваших уст, какова ситуация у нас в Чеченской Республике в этом вопросе. Вот наши некоторые, какие друзья. Вы знаете, ведется гибридная война, информационная, террористическая гибридная война против Чеченской Республики. Конечно, это не только приоритет этому, это против Российской Федерации. Чеченская Республика – это тот регион, по которому периодически наносятся информационные вбросы, информационные удары. Именно иностранными агентами, спецслужбами Запада. И одно из таких приоритетных направлений в их работе – это права человека. Поэтому мы должны понимать, что ведется эта работа, мы должны держать ухо востро, как говорится, постоянно на пульсе держать ситуацию на контроле. Поэтому мы обязательно зеркально отвечаем по каждому вбросу. И будем отвечать. Мы четко реагируем, показываем все их вранье, раскрываем, можно сказать, представляем всему обществу их лицо. Хорошо, а что вы можете сказать об итогах уходящего года? Я понимаю, пару месяцев до Нового года еще, но и все-таки. Проделана огромная работа. Очень много обращений, более 2000 обращений принято от граждан. Очень много решенных положительных вопросов, потому что я и ранее говорил, потому что приоритетом Чеченской Республики ставится защита прав людей, прав граждан. Это самое главное. Сегодня любое министерство, любое ведомство с нами взаимодействует. Таких прецедентов нету, когда уполномоченный по правам человека ведет прием граждан
И если возникает какой-то вопрос, то уполномоченный прямо на приеме звонит министру, просит вникнуть, взять на контроль. Во время приема любому министру, присутствии. любому главе администрации, в присутствии тех граждан, которые обращаются, мы напрямую обращаемся и решаем вопросы. Приоритетные вопросы у нас, вопросы СВО, участников СВО и их семей. Поэтому для нас это во главе угла мы ставим эти вопросы и сразу решаем на местах эти вопросы. Всячески взаимодействуем, помогаем. Вы, наверное, видели, вот буквально сейчас перед началом передачи я созванивался непосредственно с заявителем, который попросил подойти председателю суда и сказать, что к нему Это прислал... был не родственник, не ваш знакомый? Нет, это был один из членов семьи участника СВО. Я позвонил непосредственно заявителю, сказал, чтобы напрямую подошел председатель суда и сказал, что к ним прислал уполномоченный по правам человека. И я вас уверяю, сразу вопрос будет решен в рамках закона Российской Федерации. Вы уверены, что 100% я уверен. вопрос будет Потому решен? что данный вопрос, он... Вы всегда да, так работаете? приходится постоянно работать. Вот в Постоянно. таком оперативном Да, режиме? оперативном режиме, да, всегда. А это не сложно? Вы знаете, это, наверное, в силу характера у меня такого, потому что по-другому и не может быть. И глава республики нацеливает, Рамзан Ахматович, нас именно на эту работу. Он хочет от нас видеть вот такую работу, чтобы мы были постоянно в таком режиме, чтобы мы слышали людей, чтобы мы понимали, что мы слуги народа, поэтому выполняли на 100%, 110% свою работу. Вот Рамзан Ахматович от нас этого и требует. Поэтому по-другому и не может быть. Насколько сильно изменилась ваша работа уполномоченного с началом СВО? Вы уже упомянули об этом, давайте продолжим эту тему. Но с началом СВО проведена тоже большая работа. Я неоднократно выезжал на территорию проведения СВО. В информационном плане со своей стороны показывал работу. Также мы занимались поддержкой эвакуации раненых детей со своей стороны. С Татьяной Николаевной Москальковой по правам человека тоже были постоянно на связи. Мы показывали реальную, с первых дней, реальную картину, то, что происходит на территории проведения СВО, то, что творили украинские националисты, тот беспредел в отношении мирного населения. Мы это все представляли совместно с ведомствами, министерствами, которые с нами выезжали, мы проделали свою работу. Поэтому я не понаслышке знаю то, что там происходит. Со своей стороны мы совместно с фондом имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Далгазова обладателя, выезжали непосредственно, раздавали гуманитарную помощь людям, мирному населению, те, кто проживает на территории проведения СВО, всячески оказываем помощь. Опять же, приоритетными задачами нашей работе является это поддержка семей участников СВО и участников СВО. Участники СВО к Да, вам обращаются? постоянно мы на связи с ребятами, постоянно мы им помогаем всячески, решаем их социальные вопросы, подготовка пакета документов, юридическая помощь с своей стороны оказывается постоянно. Поэтому и семейные вопросы мы совместно с муфтиятом, муфтиятом Барка Олца, семейный вопрос, мы совместно решаем эти вопросы с Кадием районом. Досудебная работа проводится в каких-то определенных решениях спорных моментов, семейных вопросов. Огромная работа ведется, и если семьи участников СВО или сами участники СВО, то мы на первое место ставим их решение вопросов. А это необходимо, чтобы именно лично вы, как уполномоченный по правам человека, руководитель аппарата, я скажу, Института уполномоченного человека Чеченской Республики, выезжал в зону СВО. Вы же можете помощника, там, заместителя, еще какого-то вашего сотрудника делегировать? Ситуацию надо знать изнутри. Если самому не выезжать, самому не общаться с населением, с людьми, то, я считаю, это будет поверхностно. Поэтому человек, который занимается конкретно темой, он должен сам лично заниматься этой работой. Поэтому я элементарно на связи со всеми главными врачами тех больниц, вот Донецкие, Луганские, тех больниц, которые поступают раненые бойцы. Мы на связи с командирами, которые Чеченской Республики, которые принимают там участие, с полками, командирами, взаимодействуем тесно. А кто сотрудники, конечно, они будут работать, но ситуацию уполномоченный должен знать изнутри, сам лично выезжать, общаться с людьми, работать, почувствовать вот этот запах пороха, как говорится, и побывать на передовой, чтобы понять ситуацию изнутри. Поэтому мы и проделаем эту работу. Смотрите, в последнее время в фокусе вашей работы
насколько я знаю, а я думаю, я не ошибаюсь, вопросы заключенных жителей из Чеченской Республики. Какие причины, я скажу так, привели к увеличению числа обращений из мест лишения свободы к вам, именно к уполномоченному по правам человека Чеченской Республики? Я бы не сказал, что увеличение есть каких-то вопросов. Есть, конечно, определенные там вопросы, но что увеличение такое нет. По переводам есть обращения, люди просят, чтобы мы содействовали в переводе из мест лишения свободы отдаленного региона ближе к родственникам. Но есть. Да, такие обращения есть. Вот. Именно вот эти И обращения. почему? Потому Чем что это люди связано? хотят, после 2020 года принят закон уголовно-исполнительное законодательство о переводе, то, что дается право гражданам переводиться близ своим родственникам. И на основании этого мы уже со своей стороны содействуем, подготавливаем пакет документов, юридическую работу проводим, связываемся с УФСИН, сотрудниками непосредственно на местах. И работаем, помогаем людям перевестись в места лишения свободы уже ближе к своим родственникам. Это очень положительно влияет на ресоциализацию, социализацию данных граждан, потому что в местах лишения свободы очень важно, чтобы в любое время, в рамках закона, люди могли прийти на свидание, общаться с осужденным, семья, отец, мать, дети, супруга. Это очень важно для социализации непосредственно осужденных. И хочу поблагодарить уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяну Николаевну Москалькову, которая была инициатором данного законопроекта, которая содействовала в данном законе. Поэтому для нас это очень большой результат. Сегодня очень много увидим положительного в этом вопросе. Мы за эти 2 года перевели 156 человек в Чеченскую Республику и Ставропольский край, смогли содействовать людям в проблемных их вопросах. Те вопросы, которые, в рамках, там есть статьи, особо тяжкие статьи, по которым мы не можем перевести, которые нужно уже решение суда. Вот об этом я хотел вас Да, спросить. решение суда. Это Замоскворецкий суд. Не все статьи попадают. Нет. Террористической наклонности, особо тяжкие статьи не подпадают это под данный закон. Мне хочется сказать, что мы далее уже содействуем, непосредственно юридическую помощь оказываем, подготовке пакет документов, содействуем для обращения в суд. Решением суда уже далее работаем в дальнейшем направлении. Мы большинство обращаемся в Замоскворецкий суд, это территориально там находится непосредственно в ФСИН Российской Федерации, и данные жалобы уже рассматриваем в судебном порядке, содействуем гражданам в переводе. Поэтому ведется огромная работа и будет вестись, и держится данная ситуация на пульсе главой Чеченской Республики Рамзаном Ахмадовичем, потому что он нацеливает нас на защиту прав граждан в республике. Для нас это очень приоритетно. Вы отслеживаете переведенных? Конечно, далее мы уже держим на контроле, да, мы с родственниками на связи, мы сами выезжаем уже в места лишения свободы. Я в Ставропольский край неоднократно ездил, также и в Чеченской Республике. Любое время, любой вопрос, любое обращение мы рассматриваем уже и помогаем далее гражданам. И такой вопрос у меня. Вопрос о правозащитных организациях и кризисных центрах. Вот такая тема на сегодняшний день. Мансур я бы не Мусаевич, стал бы, да. минуточку, которые якобы защищают права женщин Кавказа, но и в частности Чеченской Республики. Насколько случай с Айшат Баймурадовой показателен и отражает истинное лицо этих прошу. Я бы не стал бы их называть правозащитными организациями. Они в первую очередь являются иностранными агентами, признанными на территории Российской Федерации, работающие за западные деньги, за западные гранты. Один из инструментов гибридной войны против Российской Федерации. И конкретно ведут свою работу на Северном Кавказе. Поэтому я их называю псевдоправозащитниками. Кризисные центры, они непосредственно сами находятся за рубежом. Их волонтеры работают на Северном Кавказе. Мы должны это понимать, что ведется огромная работа с их стороны, выделяются огромные средства для дискредитации республики, Кавказа, традиционных ценностей, которые веками к нам закладывались, духовных ценностей, нравственных ценностей, для того, чтобы воспитать в нашем обществе европейского гражданина. Для них это главные цели. Мы знаем, что вот выезжают в Европу люди, воспитывают там своих детей, и со школьной садика европейцы воспитывают не чеченца, не дагестанца, ингуша, там, кабардинца, балкарца. Нет, они воспитывают европейца с европейскими ценностями. Понимаете? В полном понимании этого слова. В полном понимании этого слова. Поэтому и бывает очень много проблем. Мы знаем очень много
случаев, когда родители просят нас помочь, содействовать, чтобы вернуть их детей непосредственно в Европе. Очень часто малолетние даже дети пишут заявления на своих родителей, и родителей непосредственно социальные службы задерживают. Мы эти случаи очень много знаем, поэтому очень много таких проблем бывает. Мы должны понимать, что они не только ведут эту работу в Европе, и на Северном Кавказе, и в России. Для них это главные цели и задачи, чтобы исковеркать наши традиционные ценности, которые тысячелетия закладывались в наши народы. Для нас это такое общее понимание должно быть. Я вот буквально недавно смотрел, мы непосредственно мониторили страницы этих кризисных центров, выявили, что данные организации находятся в Израиле. Конечно, к Израилю, к евреям, у нас, к еврейскому народу никаких вопросов нет. У нас есть вопросы к сионистам и руководству непосредственно государства сионистского вопроса. Поэтому со мной выходил непосредственно на связь их руководитель данных кризисных центров. Мы общались, у нас не было общего понимания, мы на разных орбитах находимся. Они не нацелены на конструктивный диалог, у них конкретные цели, это деструктивное общение, которое с нами происходит, и эскалация ситуации на Северном Кавказе. Это их работа непосредственно нацеленная. И там элементарно девушка, которая психологически подбита или ослаблена, в этот момент они пользуются этой ситуацией, их психологи выходят на связь с этими девушками, или девушка, если напишет, начинают общаться, вводят их в заблуждение, вывозят их уже в другие страны и манипулируют этой ситуацией. С Айшат Баймурадовой это отдельная тема. Я до сих пор в шоке от того, что там произошло. Ко мне вчера поступили голосовые Айшат, которые она подругам, ее подруги мне пишут и скидывают эту всю информацию, в которых она подругам говорит, что ее ввели в заблуждение, ее поили какими-то соками, психотропными препаратами, выводили ее на определенные разговоры, записывали и далее шантажировали. А также о том, что забрали у нее паспорт, забрали ее телефон, забрали ее денежные средства, шантажируют, не возвращают. И девушку действительно ввели в заблуждение. Это была большая проблема. Сейчас у нас тоже есть, они же периодически наносят информационные вбросы против Чеченской Республики, говоря, что якобы не по подтвержденным данным. У нас тоже есть очень много информации, которую мы проверяем сейчас, которая подтверждает, что сами данные кризисные центры именно причастны к данной смерти Айшат Баймурадовой. Существует такое мнение, смотрите, что западная система защиты прав человека переживает кризис. Что вы думаете об этом? Почему возникла такая точка зрения? И чем наша система отличается от западной? Вот вдогонку нашей предыдущей темы. Прошу. Главные ценности нашей страны – это духовные, нравственные, семейные ценности, которые закреплены Конституцией Российской Федерации, Конституцией народов Северного Кавказа, тех народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Это главное понимание, это фундамент. Вот на этом фундаменте строится дальнейшая жизнь народа. И главное, то, что сейчас Европа пытается европейские ценности внедрить на территории Российской Федерации, это в первую очередь ознаменовано тем, что непосредственно разрушилась целостность государства российского. Чтобы разделить наши народы по национальным квартирам, чтобы вести свою диверсионную работу, чтобы разрушить наше государство. Мы должны это понимать. Эта работа ведется с начала 90-х годов, конец 80-х. Активно этими гражданами ведется. Они внедряли вплоть до Кремля своих агентов влияния. Они, как некоторые думают, не сегодня началось? Не сегодня началось. Давно, в прошлом, в истории мы это видим, очень много моментов. И Чеченскую Республику использовали периодически в своих целях. Мы должны это понимать и в данной ситуации держать руку на пульсе. В последние годы основным инструментом в информационной войне против нашей страны и Чеченской Республики стали фейки и вбросы западных СМИ о нарушении прав человека. Ваше мнение? Вы знаете, действительно, сейчас и на территории Украины создана определенная организация ЦЕПСО, мы это знаем. Они ведут свою работу периодически в информационном плане, распространяют фейки, определенные ролики. Люди сейчас, тем более с появлением искусственного интеллекта, делают определенные ролики, люди не понимают, не могут отличить реальную
там видеосюжет или искусственный интеллект сделал ролик. Поэтому действительно попадают в такую патовую ситуацию. Очень много мошеннических действий, которые происходят на основании звонков. Людям звонят, люди переводят деньги. Очень много таких моментов есть. И когда мы начинаем проверять информацию, центры, непосредственно проблемный центр состоит на территории Украины. И они ведут свою работу. Фейковая работа – это их главная задача и главные непосредственно инструменты против завладения, опять же, против Российской Федерации. Их главные цели – это завладеть умами населения. И тем более они ведут эту работу, свою деструктивную работу в отношении нашей страны Как и Кавказа. защититься от всего этого простому человеку? Быть бдительным, проверять информацию, не верить тому источнику, который им прислали видео или какой-то текст, или голосовой. Вот у меня был случай буквально недавно, мне написал один из таких авторитетных людей, он находится за республикой, мы начали переписываться, он дальше прислал мне одно голосовое и попросил у меня денежные средства. Я сразу понял, что этот человек не может просить просто деньги. Я позвонил ему, он говорит, мой аккаунт сломали в Инстаграме, также и в WhatsApp, завладели всеми моими телефонными номерами и всем людям пишут. Поэтому берегись их, Мансур. Мне интересно стало голосовое. Они, оказывается, сгенерировали его голосовое сообщение и свой лад уже рассылали людям и просили денежные средства. Такую работу они ведут, мошенническую. И где центр? Центр находится сейчас на данной ситуации в Украине. Непосредственно организация ЦЕПСО ведет свою работу в этом направлении. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, самый главный, актуальный разговор. И последний вот такой вопрос. Алгоритм обращения к уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике. Действия. Любой человек может прийти на прием граждан. У нас проводится прием ежедневно. Все наш адрес знают. Это Высотки, 19 этаж. В 3 часа дня у нас каждый день начинается прием граждан. Также у нас везде, мы в социальных сетях находимся. Люди пишут нам в социальные сети. И в Инстаграме, и в Телеграме, и во всех других источниках, и ВКонтакте мы непосредственно отвечаем. Поэтому любой человек может, опять же, есть горячая линия, любой человек может позвонить нам, прийти навстречу, пообщаться сам лично с уполномоченным. Все люди идут непосредственно пообщаться со мной. У меня много сотрудников, но вопрос в том, что люди хотят непосредственно к уполномоченному попасть. О чем я и хотел Да, вам поэтому сказать. я принимаю каждого гражданина, выслушиваю их, поручаю сотрудникам, сам лично контролирую данную ситуацию и помогаем людям. Такую работу мы проделаем. Мансур, согласитесь, что тема уполномоченного по правам человека, вообще тема защиты прав человека, она очень актуальна всегда. Я думаю, что она и будет актуальна. Нам нужно чаще встречаться и говорить на эту тему. Согласны? Согласен, проблем нету, любое время. Договорились. Вы даже можете приехать на прием, заснять прием граждан. Мы можем совместно показать, как мы проводим прием, показать, как непосредственно мы решаем вопросы людей, содействуем. Так что проблем нету. Мы открыты для всех. Хорошая идея. Я согласен. И мы договорились. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашем очень нужном деле. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев. Вы сами все слышали. Аппарат уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике есть и работает. А это самое главное. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.